Вот, дорогие друзья, приехал наш багаж. Вот человек, к которому я ехал, Александр. Он меня встречает в аэропорту. Сегодня, друзья, метет у них пурга. То есть перед нашим прилетом началась пурга, да? Да. Вот. Сейчас мы получим багаж и поедем. Приехал, друзья, я в село Сосклах, Анабарский район. Здесь мы с Володей рыбачили на первом льду на Налимов. Вот Александр нам устроил замечательную рыбалку. И сейчас он меня пригласил на рыбалку на Гольца, друзья. Александр также хочет заниматься туризмом, предоставлением туристических услуг. Кому интересно, можете переходить, смотреть на сайте клёвая-рыбалка.рф, раздел туризм. Там есть все контакты Александра. Звоните, пишите, не стесняйтесь. А мы поехали. Это вот пурга вот так вот начинается. Это еще не сильная, да, пурга, или нормальная такая? Это не сильная пурга. Когда сильная, вообще жестко, да? Да, вообще жестко. Еще не видно. Обалдеть. Вот это да. Вот. Я еще вот собираюсь фильм снять. Такой ролик такой. Ага. Фильм, такой короткометражный фильм о туристическом маршруте именно на рыбалку на Гольца с участием Вячеслава Бродникова. Отлично. Ты с собой оператора берешь, да? Да, с собой везу оператора и Класс. один именно опытный тундровик будет. Класс. Так может про тундровика тоже фильм снять? Да. Отлично. Будем, Отлично. у нас по пути оленя стадо. Ух ты. И еще популяция акклиматизированных обзыбыков будет. Ух ты, классно. И еще будем смотреть кряж прочища. Вау, Да, классно. Похоже как бы на дархианский хребет. Короче, это готовый туристический маршрут, я Да, так полагаю. готовый туристический маршрут. Хотим такой хороший Отлично. фильм снять. Именно тур-маршрут, именно рыбалка на Озерного Кольца на побережье моря Лаптева. Отлично. Друзья, Александр будет снимать короткометражный клип, я буду снимать полнометражный фильм. Так что, друзья, заходите, смотрите на канале Клевая Рыбалка Лайф, а также ссылка на ролик Александра. Возможно, если к тому времени будет все готово, смонтировано, то я ее предоставлю в описании под роликом. В общем, читайте описание всех фильмов и смотрите Клевую Рыбалку. Так, дорогие друзья, сейчас пообедали, и от меня, как всегда, презент. Специально для Александра я его заказал. Вот такой вот нож. Пусть посмотрит. В общем, Александр, это нож называется скиннер. Вот. Испробуешь его. Я знаю, что ты охотник. Вот. И да, он с гравировкой. Все вот это вот. Как бы вот, да. Но это вот охотники сказали, что отлично для снятия шкуры. С этого, со зверя. У меня впервые такой нож. Вот, попробуешь, потом отпишешься, как он вообще в работе. Сталь Х12 МФ. Заточку держит, но затачивать лучше алмазным, конечно, этим править. Потому что простой брус не берет. Ага, не берет. Попробуешь вообще. Ага. Спасибо. Всё. Да, не за что. Хороший Пользуйся. Друзья, ножи такие вы можете заказать на сайте клёвая-рыбалка.рф. Стальные бивни. И кроме этого, вот гравировку могут вам нанести. Поэтому при заказе там с вами свяжется менеджер производителя. Вы можете ему сказать, чтобы он вам сделал гравировку. Все. Так, друзья, сейчас проголосовали. К нам присоединился Вадим. Вот он на заднем фоне. Вот. С нами едет, будет тоже оператором вторым.
для ролика Александра. Вот. Так, друзья, приехали к нашему проводнику Дмитрию. Сейчас он вот вывозит с собой технику, смотрите, туда, на базу, куда мы едем. Сейчас заливаем масло, получается, в редуктор. Ну и, собственно, это уже последние приготовления. После этого мы отправляемся сразу вон туда, в тундру. Так, вот здесь не смогли преодолеть через речку подъем. Один снегоход Дмитрий застрял. Сейчас Александр его дернет. Друзья, если кто-то из вас думал, что тундра прям ровная и гладкая, то это не так. Она вся в каких-то возвышенностях, таких вот, в речках, ручьях, в буграх, в различных яминах таких вот. А летом, говорят ребята, вообще как по матрасу ходишь. Поэтому вот, видите, здесь тоже бывает, что застревает техника. Так, друзья, сейчас буду снимать дорогу на второй канал, на канал Клевая Рыбалка Лайв. Поставил камеру, она вот так высится, как рог у меня, значит. И сейчас запишу и маленько позаписываю дорогу, насколько батарейки хватит, собственно. Кому интересно, переходите на Клевая Рыбалка Лайв. Также, друзья, подписывайтесь на Яндекс.Дзен. Приятного просмотра. Сейчас мы выдвигаемся. Ой, какая милота, друзья! Посмотрите, овцы-бычки стоят. Вот такие вот овцы-бычки. И там еще с ними маленькие есть овцы-бычки тоже. Красота вообще. Посмотрите, вот они, овцы-быки. Здоровые. О, какие большие. Ребята тоже снимают. Все снимаем. Там еще одна группа убегает. Вот. Вон там вот, за снегоходом. Посмотрите, какие здоровые бычки. Быки прям. Ребята что-то рискнули. Подойти, что ли, хотят. Давай попробуем тоже. Ну, здоровые быки, а. Вот это да. Это бычара. Один даже он посматривает на ребят. О, побежали. Овцубики побежали. Анабарский район. Ну вот, дорогие друзья, приехали. Сейчас время 10:30 ночи. Посмотрите, 10:30 ночи в тундре выглядит вот так. Дорога была отличная, просто куча эмоций. Столько животных встретили. Олени, овцы-быки. Еще впереди предстоит, может быть, увидим песца какого-нибудь. Здесь недалеко море, обязательно съездим. На заднем фоне у меня вот такая база туристическая, то есть база отдыха, не туристическая, а база отдыха. Вот.
можем чуть попозже, ну как бы сделаем обязательно обзор этой базы. Вот здесь вот хозпостройки различные. Все пока в снегу, друзья, но вон там уже появляются первые пески. Друзья, обязательно приезжайте сюда в гости к Александру, отдохнуть, просто испытать даже себя. Полдня мы едем на снегоходе, то есть не каждый может выдержать. Испытать себя можно приехать. Да, вот, Александр, расскажи маленько, куда мы сейчас приехали и где рыбачить будем. Мы приехали в местность Урсалах. Ага. Это река, да? Речка. Да, речка. Речка, впадающая в море Лаптев, прямиком. Отсюда 5 километров буквально до моря Лаптевых. Вау, классно. А съездим на море? Съездим. Отлично. А порыбачим там? Можно попробовать. Да? Чеси. Так, ну вот и настало утро. Вон за окном Александр уже созванивается. Сегодня у них выборы главы. Пожелаем кандидату Александру удачи. Вчера, значит, расположились тут. Здесь спали 3 человека. И здесь 1. Вот. Так, сегодня я буду использовать леска тестом 11 килограммов. И вот такой флюорокарбоновый поводок. Тестовку не помню, ну, наверное, где-то по 20. Основными приманками у меня будут использоваться балансиры изумистские. Также ручной работы, блесна колебалки летние буду пользоваться. И взял немножко с собой червя дендробены. Попробуем на червя, если не будет ничего клевать на приманки, на блесна и на балансиры, то будем пробовать на червя. Мормышку, чертик, как обычно. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас мы переехали на новое место. Здесь попался голец, сразу же на опускании взял. И мы с ребятами решили здесь остановиться. Глубина подо льдом где-то всего лишь около метра. Вот. Совсем не глубоко. То есть 1,5 метра. Так, что еще? На дне очень много травянистой растительности. По всей видимости, водорослями представлено дно. Сейчас я настрою подводную камеру. Обязательно сниму вам все это. И вы все увидите своими глазами. Хочет, да, взять? Смотри. Какие-то есть поклевки, да? Ну что, вы болтали, они выйти. Окей. Ох ты, красавчик проплыл. Красиво так перед камерой прошел вот здесь вот. А ты уже снимаешь, вообще да? Красиво, да. Вообще красиво. Я сейчас только включил запись. Так, друзья, только что подплывала группа гольцов. Был очень волнительный момент. Все в ожидании поклевки. Кому же клюнет? Ну, Дмитрий немножко подсек ее, но она ушла. Самый крупный ушел. А остальные 2 помельче, которые покружились, что-то им не понравилась приманка. И они, собственно, отошли тоже. Но думаем, что это не последние гольцы. Рыбалка только начинается, да, ребята? Дай, друзья, подплыл голец подплыл. Сейчас кому же он попадется, да? Довольно интересно, зажигательный момент наступил. Так, бросил самодельную ручной работы воблер, блесенку Соболевского. Сейчас проверим.
гольцовой окраски. Так, стоп. Краусный. Ага. Подошел голец, друзья. Маленького размерчика такой. Маленького. Агреб бахнув. Ха-ха, не добре спекти. Талау не видел. Kösek kadar kedere ötüğünde. Эго, ну бат. Bu atın kirli. Плавает, плавает. Что-то приноравливается. Ищет чего поесть. Так, понятно. Значит, это ему тоже не по нраву. Голец идет прямиком кому-то. Агререс камна танке. Агререс камна там. Угу. Все, понял. Понял. Чего он хочет. То, что мы ему даем, он ничего это не хочет. Угу. Понятно. Він не готов. Ты Симон бедный. Ну, пусти. Да. И ведь не готов. Так. Ребята уже свиное сало начали заряжать. Balığı var atın kuttuk ya. Balığı var mı var? Овер жесткая. Yedi urata. Есть, друзья. Эх, сошел, а. Так красиво взял. Прям атака была. Была атака, но сошел. Без камеры поймать слабо. Есть удар. Идет голечек. Маленький. Ну, поймали. Маленький, но голец. Крыто холодно. Ага, на маленькую мормышку. Ну, вот на такую мормышечку такой маленький голечек взял. Вот он и плавает тут вот с размером с блесну. Давайте его отпустим. О, все, ушел во своясь. Сделали. Второго взяли уже. Смотри-ка. Вот такая вот мормышечка оснащена. Вот это вот какая-то штучка вон от глаза. Не знаю, что это. Нерв или что ли. В общем, хватил. Кого-то клюнул. Александр сидит. Есть. На камеру работает. О! Ну, поздравляю. Барахал. Ушел, да? Оторвался и ушел, друзья. Но зато есть. Есть. Итак, вытаргиваем, да? Ну, хоть Я хотел отпустить его. и так хотел он отпустить его, но Сам сошел. сам сошел. А вон еще один приплыл. У Вадима там трется. Видит все-таки, что мы тут тоже есть. Ага, чью-то схватил. Опять. Твою, по-моему, схватил. Опять Александр тащит.
Ну-ка, дай посмотрим-ка, что там вытащить. О, опять вытащил маленького. А ну что ловишь? Сейчас покажу. На крючок. Мормышка. Мормышка. И этот, на мормышку. Она живка, что там? Глаз карася. А, ну, видишь, глаз карася как работает-то. Пускаем. Неплохо, слушайте. Так, а сейчас мы собираемся домой и едем. Потому что время уже поздно. Рыба уже перестала активизировалась, как бы перестала появляться на экранах нашего монитора. Вот. Ребята сказали, надо ехать. Завтра будет новый день. Сегодня лишь второй день рыбалки. Поэтому собираем. Рыба еще будет. Рыба еще будет. Ой-ой-ой. Так, дорогие друзья, наступило в тундре утро. Сегодня у нас третий день. Такая вот пасмурная погода. И, друзья, вчера вот здесь вот мы вчера видели гуся. Первого единственного гуся, 16 мая. Вот. Сейчас мы собираемся на море за дровами. Дрова там валяются повсюду. Как вы можете наблюдать, сейчас мы находимся в тундре, ни одной растительности нету. Но у ребят печное отопление, и они топятся дровами. Мне стало очень интересно, как же они добывают дрова. Так, давайте съездим, посмотрим. Будет довольно интересно.
Сегодня у нас настоящая северная морская рыбалка. Когда мы ездили за дровами, мы обнаружили трещину во льду. И сейчас вот ребята ее очищают, чтобы попробовать порыбачить здесь на морскую рыбу. Пока не знаем, какая рыба, но трещина довольно большая. Мы ее уже проверили. В нее свободно можно опустить наши снасти, удочки, блесна. Ну, в общем, сейчас проверим, как получится. Вот, смотрите, Дмитрий ломает, вот, лопатой проверяет. Видите, какая трещина. Сейчас мы ее зачистим до воды и начнем рыбалку. Barat. Baka hirik kaustar. Әллә. Тиге кабу. Окей. 3, 4, 5 метров. Автоген. 2 метра, ничего. Ошибка. Вот сегодня это тарахана каптан где? Он кудербетан да. Кудер kan nичего, а там тари Вот, друзья, смотрите, ребята поймали таракана. Вот такой таракан. Вот. Морской таракан. Довольно здоровый. Слушайте. Прям жесткий такой. О. Такого таракана поймали. Я такого впервые вижу. Вот. Если мы были бы какими-нибудь тайцами, наверное, мы пожарили бы, наловили бы кучу тараканов, пожарили бы и поели бы. Но мы не такие. О, какой тараканище. Сейчас поедем на озеро, наверное, рыбачить.